Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. События будущей недели. Давайте посмотрим на планы судьбы, что сама судьба заготовила для вас на будущую неделю. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как интересно. Вы с кем-то сблизитесь, очень сблизитесь на будущей неделе. У кого-то отыграется дружба, у кого-то служба, у кого-то, может быть, даже соседские какие-то отношения. Ну и также, конечно же, личные. Прям сближаетесь не по дням, не по часам, а по минутам. Вам очень будет приятно с этим человеком. И вот как очень много общего между вами. И мысли у вас сходятся, и об одном думаете, и к одному стремитесь. Прям хорошо вам будет вместе, очень хорошо. Либо здесь начало большой любви будет положено на будущей неделе, либо начало большой дружбы, либо очень выгодного, теплого, доброго взаимодействия. Классный на самом деле знак. Вот прям по линии судьбы у вас идет. То есть в долгую и счастливую, в добрый путь, как говорится. Так, еще показано, что вы в каких-то разных местах успеете побывать на будущей неделе. В разных, где-то далеко придется добираться и ехать, где-то по местному. Ой, дорог у вас много и много каких-то вот, разных, как, не знаю, помещений, мест, да, где вы будете бывать. С правой стороны, то есть на благо вам пойдет. Либо все дороги будут удачные, либо вы будете добиваться своего, либо получать свое. Несмотря на то, что, да, постоянно будете передвигаться, но вот во благо вам это идет. Дальше здесь улитка подползает к вам. Что-то, что долго очень тянулось, буквально к концу будущей недели закончится. А может быть, вы даже позабыли об этом деле, либо давно не вспоминали. Ну вот как случится, свершится. Может быть, вы что-то получите, либо какой-то ответ придет. Либо наконец-таки какое-то действие, которое далеко-далеко в прошлом началось, закончится. Такой момент. Дальше. Здесь у меня человек вам что-то предлагает. Выбор, предложение. Но эти все предложения, они какие-то слишком скромные. Вот. Не стоит сгоряча выбирать, либо не стоит сгоряча соглашаться. Здесь очень хорошо вам будет взять время на подумать, либо повышать ставки. Может быть, человек такой хитренький, думает, зайду там с чего-то неважного. Вот, мало ли вдруг согласится. Вот, не спешите соглашаться, не спешите делать выбор. Думайте, размышляйте, повышайте ставки. Это будет правильно. Хитренький человек показан. Ой, хитренький. Есть что предложить, есть что дать. Но вот не хочет все карты показывать, да, вот как-то так себя ведет. Это, конечно, противно, но что поделаешь. Все люди разные, у каждого своя манера, свои манеры, да, свое поведение. Так, дальше. Женщина с мужчиной вместе что-то будут делать. Вместе. Смотрите, не поссорьтесь, не поругайтесь. Здесь большой риск того, что вас мужчина может раздражать. Либо мужчина будет делать что-то, что вам не понравится, либо с чем вы будете не согласны. Девушки мои хорошие, конечно, нервная система, она не железная. Но с другой стороны, я вижу, что он зла не желает, либо вреда не желает. Может быть, у него такое видение, либо он так привык. Да? Может быть, стоит довериться, и будет, что будет. Но ругаться вам точно не надо. Тем более сейчас новолуние. Если поругаетесь, то это надолго может затянуться. Либо, в принципе, войдете
фазу постоянных придирок друг к другу. Не надо этого. Улыбнитесь, махните рукой, ну пусть делает. Вот. Зла он не желает, либо он не шкодничает. Просто он так видит, либо он так чувствует. Пусть будет. Дальше. Рыбалка. Но рыбалка не удочкой, а с очком. Это про быстрые деньги. Да? Можно будет быстро заработать деньги, либо какую-то сумму обрести. Рыба небольшая сама по себе, но с очком ее ловить очень быстро и удобно. Да? То есть быстрые деньги у кого-то. Горячие быстрые деньги. Кстати, момент очень неожиданный, но очень желанный. Вот именно так показали. Женщина, цветы. Много цветов у женщины. Видите, прям вы вся в цветах. 8 марта. Либо, может быть, у вас праздник какой-то. Очень много цветов у вас. Тут цветы, они такие красивые, ароматные. Прям настроение вам поднимают. Может быть, вы даже и не ждете. Но цветов будет много. Вот четко показали. Дальше. Какой-то уникальный подарок. Либо уникальный, либо желанный, либо, в принципе, такой, знаете, вы в шоке будете, в таком хорошем, добром шоке. Какой-то подарок вы получите. Не могу сказать от кого, но это как на сюрприз похоже. Подарок вам идет. Будете как распаковывать, мне идет. Распаковка какого-то подарка. Может, день рождения, да, может, просто человек вам подарит выразить свои чувства, свои эмоции. Дальше. Мужчина, который, не знаю, мосты, что ли, жжет. Что он делает? Он жжет мост, при этом у него зад горит. То есть, да, хотел, может быть, вам навредить, но при этом навредит себе. Либо в каком-то отчаянном положении находится, да, поэтому и мосты жжет. Странное поведение, не пытайтесь понять и не берите близко к сердцу. Он и сам не знает, что делает, но о поступке своем обязательно пожалеет. Я даже не хочу думать, кем он вам приходится, но вот вижу, что он и мост поджег, и у самого, значит, зад прям горит, пылает. Вот, не лучшее состояние и такой тупой, знаете, необдуманный поступок, о котором он будет сожалеть очень много-много и дней, и лет, и, в общем, еще раскается. Знаете, как сам себе еще не рад будет за вот это поведение, за этот поступок. Дальше. Здесь за вами кто-то ухаживать начнет, причем очень деликатно и ненавязчиво. Вам прям понравится, прям удовольствие получите. Мужчина, то ли познакомитесь с этим мужчиной, то ли уже знакомы. В общем-то, красивенько он все это делает. И вроде как и не давит, но и всегда рядом. Красивое ухаживание, такие вот интересные комплименты. Вам будет очень приятно. Прям почувствуете, что вы женщина, красивая женщина, достойного самого лучшего. Такой интересный персонаж показался. Так, на работе какой-то праздник идет. Праздник. Как отмечать что-то будете. Может быть, у кого-то из коллег день рождения, либо какой-то повод, случай. Вот как праздник на работе, и вы тоже там будете. Только смотрите, не засиживайтесь, потому что здесь все начнется очень красиво, да, как говорят, начали за здравие, закончили за упокой, а потом все перерастет в какую-то пьянку, попойку мне идет. Вот прям некрасиво все будет. Начнется красиво, закончится не очень. Поэтому если вы там немножко посидите, да, вот эту атмосферу поймаете, хорошее время, запомнится хорошо вам этот день. А если вот до конца останетесь, то там будет попойка, там будет прям поросячий визг мне идет. Да, люди очень некрасиво могут себя вести, либо позволять себе какие-то непозволительные вещи. Вот. На мероприятие идите, но не засиживайтесь до конца. Да? Вот так будет лучше. Об этом вас предупреждают. Чтобы вы ни морально, ни эмоционально не пострадали. Да? Лучше так чуть-чуть посидели, отдохнули, повеселились. Идите домой, либо по своим делам. Но там попойка мне идет. Такая жесткая попойка. Прям черную. Так, еще. А здесь мне мужчину показывают, глаза горят, предвкушение у него такое хорошее. Для мужчины то ли хорошие новости, то ли какие-то теплые положительные разговоры. У него глаза будут гореть, и вам тоже это будет приятно. Мужчина родной, свой, муж, жених, сын,
брат, отец, может быть, даже зять. Вот прям за него все радоваться будут, и он сам за себя рад. Вот как что-то хорошее наконец-таки у него в жизни происходит. У него то ли глаза были уставшие, потухшие, а теперь в глазах прям свет идет, свет, и лучатся прям глаза у мужчины. Прям будет любо-дорого смотреть на него. Дальше пустой карман. Вот из полного в карман в пустой переходят деньги, как кто-то перекладывает. То ли вы зарплату получите, да, то ли вы, может быть, помощь какую-то получите, либо кто-то вам выделит денежную поддержку. Вот как из полного в пустой переходит. Я так понимаю, что это ваш пустой, но чей-то полный карман. Деньги будут, деньги. Дальше. А вот здесь очень похоже, что много разговоров с разными людьми. С людьми, с которыми вы, например, не особо хотели бы общаться, либо уже не помните этих людей. Как много разных людей о вас вспомнят, и с этими людьми у вас будут разговоры. С кем-то лично, с кем-то в интернете, с кем-то по телефону. Прям много-много будете говорить, и много будете удивляться, да, как вас эти люди помнят, как они вспомнили, где ваши контакты взяли. Вот такие мысли будут в голове. Но в целом будет приятно. Приятно, что эти все люди повспоминали. А вот тут какой-то человек проговорится, и вам нужно услышать, в чем-то проговориться, о чем-то проговориться. Как скрытая информация, да, ну как случайность. Не специально проговориться, сразу говорю, вот случайно, как оболмиться, может быть, да. Вот слушайте, будьте начеку и слушайте. Может быть, вы давно искали ответ на какой-то вопрос, и вот как раз человек проговорится, и вы сразу и поймете, либо узнаете. Нужно быть повнимательней. Дальше. Красивое что-то показывают. Красивая одежда, красивое платье, красивый наряд. Прям как 2 раза будете одевать. Возможно, примерять, а потом уже надевать. Ну, по случаю, может быть, какое-то мероприятие. Вы в этом наряде просто неотразимы. Вы сами себе будете очень нравиться в этом наряде. Много комплиментов получите. Ну и много завистливых женских взглядов будет в вашу сторону. Так, мужчине придется потратиться. Мужчины, дорогие мои, извините, но вот такое предсказание. Мужчина прям на затраты большие попадет. Не могу сказать, на что вы тратитесь, но порядочно придется вам потратиться. Ну, желательно, конечно, на любимую женщину тратиться. Тогда у вас и в личном все будет хорошо, и эти траты вам окупятся 100% любовью вашей родной женщины. Так, дальше. Вы кого-то будете навещать, кто вам будет очень рад. Но человек какой-то, знаете, слишком эмоциональный. Да, и общение с этим человеком, оно через какое-то время становится утомительным. Вот. Вроде как и визит такой положительный. С другой стороны, вот прям устанете. Да? Устанете от того, что человек там бесконечно говорит, либо вас там вопросами постоянно обсыпает. Какая-то прям усталость идет. Еще показано, что вы после какого-то события спать хорошо будете. Может быть, вы за что-то переживаете, может быть, у вас какие-то мысли, да, навязчивые мысли в голове крутятся. И я так понимаю, что это все разрешится, либо случится, и после этого вы успокоитесь и хорошо спать будете. Да? Не будет каких-то дурных мыслей в голове. Дальше. Здесь показано, что вы что-то готовить будете. Может быть, в первый раз. А может быть, это какое-то сложное блюдо, которое вы не так часто готовите. Прям уделите этому время и внимание, и с душой подойдете. В этот раз у вас просто какой-то божественный вкус идет. Прям настолько будет вкусно, что невозможно оторваться. Вот даже сами от себя удовольствие получаете, что вы смогли это сделать. И вот настолько мастерски все приготовили. Ну и, конечно, вас хвалить будут. Кто попробует ваше блюдо, все будут вас хвалить, восхвалять. И прям, знаете, ручки целуют. Какие же ручки золотые, какую вы вкуснятину сделали. Так, а здесь показано, что... А вот здесь показано, что какой-то отдых будет. Отдых, который вам нужен. Либо отдых, который вы как-то с умом можете использовать. Краткосрочный отдых. Может быть, несколько часов, может быть, день, может быть, там, сутки. Но показано, что вам это в радость пойдет. Действительно отдохнете. А вот тут вы то ли совершенно случайно,
то ли станете очевидцем, да, вот увидите, что какой-то плохой человек вот как моментальную карму получает. Может быть, там упадет, ударится, либо каких-то нагоняев получит. Вот очень захочется рассмеяться, но вы держитесь изо всех сил, нельзя этого делать. Но вот как на глазах моментальная карма происходит. Да, может быть, вам специально это высшие силы покажут, да, чтобы вы там не сомневались, что человек за свои поступки, ответит. Как-то вот моментально происходит. Да, человеку будет, конечно, грустно, а вам наоборот вот прям смеяться захочется. Зависимость. Здесь какая-то зависимость, и вы убедитесь, что зависимости нет. То ли это чья-то зависимость, ну, например, человек там зависим был от алконапитков, и человеку будет предлагать, человек скажет: нет, типа я в завязке, я не пью. Либо вы, может быть, зависимы были от какого-то человека, там встретитесь, поймете, что ой, да, уже все равно, да, ничего не ёкает, ни мыслей нет, ни желаний, да, вот как зависимость какая-то уйдет. Это, кстати, плюсовой момент, положительный. А вот здесь показывают очень талантливого и очень услужливого человека. Вам этот человек очень понравится. Понравится, как к вам относится, как дело делает, да, либо дела свои ведет. Прям будете наблюдать с большим удовольствием и прям восхититесь этим человеком. Очень вам будет это приятно. А вот здесь показано, что вы сильнее становитесь. Ну, скорее всего, не в плане физическом, а в плане ощущения себя. Да, вот сил больше. Больше сил, больше стремлений, больше желаний. Вам что-то легко дается, вот как поувереннее себя чувствуете. И вам это нравится. Вам это нравится, и вы прям понимаете, что да, вот оно мое время. И еще у вас какие-то вот как мысли навязчивые будут. Но это не навязчивые мысли, это, скорее всего, сигналы, которые вы улавливаете на подсознательном уровне. То, о чем вы будете думать, именно так и будет происходить, либо именно в таком ключе суждено случиться. Вот, ну, как проявляется ваша интуиция, либо действительно вы улавливаете и предвидите будущее. Вот не бойтесь этого момента, наоборот, а воспользуйтесь этим моментом. Ведь увидеть будущее — это очень желанно, но не все могут, не каждому дано. Иногда мы настолько закрыты, что нам, ну вот просто к нам, вернее, информация не пробивается. А у вас прям целый поток идет, бесконечный поток информации. Кстати, будете кому-то предсказывать, либо себе предскажете. Это будет безошибочно. Это прям точный прогноз, который 100% исполнится. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.